У Лукашенко случился приступ, Беларусь сворачивает учения. Шантаж на миллиард, громкий разворот в Кремле, когда и где пройдет судьбоносная встреча. Войска ОДКБ готовятся к бою и впервые с реальным противником. Страх и ненависть в Сибири. Подросток убил 4 детей. Что случилось? Хронология ужаса. Улицы захлестывает волна насилия, самые проблемные и опасные города на карте. Посмотрите, может и ваш город в списке. Как ЦРУ используют джедаев и сколько украинцев на самом деле верят в победу в войне. Это и многое другое, самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите новостной выпуск «Нехта», оперативно о событиях в России, Украине и мире, раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Громкий разворот в риторике Кремля. Владимир Путин якобы готов обсуждать мир, но ставит свою цену. Цена — это подтверждение иллюзий о том, что он может пересобрать Советский Союз или даже Варшавский блок. Reuters со ссылкой на источники сообщает, Россия требует от Запада письменных гарантий неприема Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик в НАТО, а также нейтрального статуса для Киева, снятия санкций и особой защиты для русскоязычного населения. Путин требует гарантии от Запада, что те страны, на которые он укажет своим пальцем, не вступят в НАТО. Кремль хочет юридически зафиксировать внеблоковый статус бывших советских республик. Украина должна формально отказаться от военного союза с Западом и остаться в нейтральном статусе, фактически без права на защиту. Взамен Россия, по данным источников, готова даже согласиться на передачу замороженных активов, якобы на восстановление Украины, а это десятки миллиардов долларов. Во-первых, это неофициально. Ни Путин, ни МИД пока публично не подтверждали этих условий. Все это от источников, близких к переговорам. Во-вторых, и это главное, Запад и Украина вряд ли примут такой мир. Он означает фактически победу Москвы, ведь Россия сохраняет захваченные территории, получает гарантии безопасности и возвращает контроль над постсоветским пространством. Эксперты считают, Кремль осознает, что ситуация на фронте становится все более тяжелой, война затягивается, ресурсы тают, и Путин пытается перехватить инициативу, навязать выгодный для себя мир, пока есть хоть какие-то козыри. И в это же время Россия объявляет о следующем раунде переговоров. Главный дипломат страны называет дату, пусть даже примерную. На этих переговорах от 16 мая в Стамбуле, когда они возобновились, мы настаивали на отмене всех этих дискриминационных законов и будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время. Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины был торжественно провозглашен в декларации о независимости этой страны, принятой в 1991 году. То есть теперь, если Украина вступит в НАТО, РФ обидится, и Путин снова будет говорить, что его обманули. Надули. Просто нагло обманули. Владимир Зеленский тем временем делает неожиданное предложение. Он зовет Путина и Трампа на переговоры. На фоне угрозы нового наступления со стороны РФ формат, по словам Зеленского, не принципиален. Главное, чтобы начался разговор. Киев открыт к переговорам на уровне президентов. Если Путину некомфортна двусторонняя встреча, или если всем хочется, чтобы это была трехсторонняя встреча, мне все равно. Я готов к любому формату. По словам Зеленского, Россия стягивает к границе с Сумской областью более 50 тысяч солдат. Киев считает, что Москва готовит масштабное наступление, возможно, с целью открыть новый фронт и перегрузить украинскую оборону. К тому же украинский президент говорит о том, что РФ собирается любыми способами прорваться на территорию Днепропетровской области.
Слово пацана в реальности. Массовые драки подростков захлестывают Россию. Страна погружается в новую волну уличного насилия. Массовые драки среди школьников становятся нормой. Сообщения об этом приходят чуть ли не каждый день. В Казани снова бойня. 20 подростков сцепились школа на школу. Прямо в лентах выпускников. Видео с кулаками и криками уже в Телеграм. Выпускной, пацаны! Вот это я понимаю, вот это нормальный выпускной. Смотри. К слову, не забывайте подписаться на наш телеграм-канал. Там все видео, которые стоит видеть, и вся информация, о которой стоит знать. Ранее дрались в Буйнакске, а в Махачкале стычки длились несколько дней. Полиция задержала около 70 человек. Это не просто спонтанные конфликты, это возрождение уличного, так называемого пацанского движения 80-х. Особенно жесткого в Татарстане, где раньше в школах собирали дань, а дети таскали арматуру и даже взрыв-пакеты. Что стало спусковым крючком? Сериал «Слово пацана» или милитаризация школ через культ ветеранов СВО, так называемых, и молчаливое одобрение сверху. Как думаете вы? Пишите в комментариях, не забывайте об этом. ЦРУ прятала агентов через джедаев и Дарта Вейдера. Ну, то есть на фан-сайте Star Wars. Как любимая вселенная превратилась в инструмент шпионажа, все выглядело как обычная страничка для гиков. Мечи, цитаты Йоды, Лего, обсуждение игр вроде Battlefront 2. ЦРУ тайно использовала этот фанатский сайт по Star Wars для связи со своими агентами за границей. То есть стоило ввести в поиске правильное слово, и открывался скрытый канал связи с американской разведкой. Это шокирующее разоблачение сделал независимый исследователь Чиро Сантилли. Его заинтересовала тема после статьи Reuters в 2022 году, и он решил копнуть глубже. С помощью открытых данных и технического анализа он нашел сотни похожих сайтов, созданных ЦРУ. Не только по «Звездным войнам». Были и порталы про музыку, юмор, экстрим и так далее. Все это маскировка для обмена секретными сообщениями. Так что в следующий раз будьте осторожны, заказывая что-то на таких сайтах или вводя в поиске там какую-либо информацию. Кровавая бойня на вечеринке в селе. 17-летний подросток убил 4 и поджег дом. Это произошло в тихом сибирском поселке, но последствия как после войны. В Байкальске 17-летний парень зарезал 4 детей, ранил еще нескольких, поджег дом и сам погиб в огне. Все после того, как 14-летняя девочка отказала ему в интиме. Жертвам от 13 до 16 лет. Сам убийца, его зовут Михаил, у него 2 старших брата, и оба они ушли на фронт в Украину. В частном доме подростки отмечали день рождения, было 14 человек, к ночи часть разошлась по домам. По одной из версий, Михаил домогался 14-летней Виктории, она отказала, девочку поддержали и другие ребята. Тогда Михаил схватил нож, и началась резня. Убиты 3 мальчиков и 1 девочка, еще 3 в больнице, 1 ребенок перенес операцию, все в глубоком шоке. После этого Михаил открыл газ, поджег дом и погиб при взрыве. Неожиданная либерализация в России. В Верховном суде предлагают давать сроки поменьше. Правда, речь не идет о политических статьях. В высшей судебной инстанции страны подготовили законопроект, смягчающий наказание за хранение наркотиков без цели сбыта. Документ предусматривает отмену нижнего предела наказания по статье 228, печально известной. Верхний предел предлагается серьезно снизить с 10 до 5 лет и с 15 до 10. Предложение представили на пленуме суда. Далее слово «задумай». Посмотрим, будем ждать. Необычное расследование. ЕС взялся за Pornhub. Проверяют, как именно там защищают детей. Брюссель начал официально изучать несколько сайтов для взрослых, и не за слишком откровенные ролики, а за слишком легкий вход. Проверка возраста на всех 3 сайтах — это просто кнопка «Мне есть 18», и ЕС решила, хватит, такого больше не будет. Теперь Еврокомиссия выясняет, как именно платформы борются с детским доступом и нелегальным контентом. Будут смотреть, анализировать, возможно, даже не без интереса. Если найдут нарушения, грозят штрафами в миллионы и ограничениями в ЕС. Так что да, самое взрослое расследование года уже началось.
Неожиданный приступ у Лукашенко, правда, пока только приступ миролюбия. Он решил показать, что ни на кого не собирается нападать и что они вдвоем с Путиным самые миролюбивые ребята в мире. Учения «Запад-2025» резко урезают. Генерал Хренин объявил, что основные военные маневры перенесут вглубь страны, подальше от границ с Польшей и Литвой. Да-да, тех самых границ, где в последние годы они же создавали максимум напряжения. Мы, прежде всего, изменяем параметры учения «Запад-2025» и переносим вглубь территории. Что это обозначает? Какие будут изменения параметров? Это, прежде всего, снижение численности войск, участвующих в учениях, практически вдвое. Это означает, что учение будет носить ненаблюдаемый характер, и мы не обязаны будем его оповещать согласно Венскому документу. То есть провокации таки возможны, ведь никого не будут предупреждать о своих действиях. Будем следить вместе с вами за всем этим. Россия снова стучит по столу и пускает угрозы в эфир. На заседании Совета министров обороны ОДКБ российский министр Андрей Белоусов заявил, коллективные силы ОДКБ должны быть в высокой боевой готовности, мол, угроза терроризма никуда не ушла, а из Афганистана так и вовсе дует ветер радикализма. Странно, ведь вроде как с талибами уже договорились. Это позволит укрепить наше внутриблоковое единство при решении вопросов региональной безопасности. Также важно углублять сотрудничество организации с другими международными интеграционными объединениями, в первую очередь с СНГ и ШОС. И как вишенка на торте привычная мантра Кремля. Украина игнорирует наши мирные предложения, сделанные еще с 2022 года. Москва снова готова к переговорам, но делает вид, что ждет звонка от Киева, а пока готовит кулак и подбивает других своих друзей из ОДКБ. Украинцы верят в победу, несмотря ни на что. Пока продолжаются ожесточенные бои, экономика трещит под давлением, а Запад все чаще намекает на компромиссы. Абсолютное большинство граждан Украины уверены, победа будет и точка. Свежие соцопросы это подтверждают. 74% украинцев по-прежнему верят, что Россия проиграет, а Украина восстановит справедливость. И это не наивная надежда, это внутренний выбор. Несмотря на страхи, усталость и обострение на фронте, люди держатся за веру. Это уже не просто эмоция, это убеждение. Мы спрашивали, верите ли вы в победу? Да, верят. Конечно, есть какая-то доля людей. Сначала 5%, потом 2%, а потом где-то выросло до 80%. Говорят, что нет, я не верю в победу, все будет плохо. Абсолютное большинство украинцев верят в победу, имеют надежду на наше будущее, и, конечно, они хотят жить в обновленной Украине. Вот что важно, украинцы по-разному видят, какой именно должна быть победа. Кто-то считает, что победа — это возвращение границ 2014 года и изгнание всех российских войск. Таких около трети. Кто-то говорит, достаточно восстановить ситуацию накануне вторжения в 2022-м. Таких 22%. И еще 17% мечтают о том, чтобы Россия развалилась изнутри сама, а ее армия была уничтожена. Есть и те, кто готов считать победой просто прекращение огня, даже если часть территории останется под контролем Москвы. Верите ли вы в победу Украины? Напишите в комментариях, давайте проведем собственный опрос, поэтому не стесняйтесь, оставляйте свои мысли в комментариях под видео. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.